С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему Господу миров, мир и благословение его пророку, его семье и сподвижникам. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, братья и сестры. Продолжаем разбирать темы Корана. В прошлой серии мы прошли атаки дьявола, пути шайтана, через которые он к нам подкрадывается. Дьявол зовет нас в адский огонь, а Всевышний Аллах хочет, чтобы мы попали в рай. Аллах говорит, в священном Коране Всевышний Аллах говорит, Аллах зовет тебя к обители мира, в джаннат, в рай. Он призывает вас к этому. И, конечно, чтобы попасть в рай, мы должны выполнять то, что Аллах нам предписал. Какое бы доброе дело мы ни сделали, мы должны это делать, чтобы попасть в рай. Это в 10 суре, в аяте 25. Аллах нам говорит, что Он зовет нас в рай, в обитель мира. А на пути к этому дьявол. Шайтан, дьявол, хочет отвлечь нас от этого. Отвлечь нас от жизненной цели. Он нас хочет отвлечь от пути в рай. Он хочет, чтобы мы подскользнулись и вместе с ним попали в ад. Так вот, наша сегодняшняя тема будет кое о чем таком, что использует шайтан. На той неделе я коротко упоминал некоторые вещи, к которым шайтан хочет нас склонить. Так вот, в итоге шайтан пытается играть на наших пороках, болезнях души. Есть у нас слабости, мы должны помнить, он наш враг. И мы враги для него. Если вы хотите повергнуть врага, надо найти его слабые места. Вам нужно найти слабости вашего врага. В чем же наша слабость? Это пороки нашего сердца, нашей души. В предыдущих сериях я уже рассказывал. Гордыня – слабость, высокомерие – слабость. Зависть – это тоже слабость. Жадность – большая слабость. Вот некоторые из основных слабостей в сердце человека. И шайтан старается играть на этих слабостях, человеческих пороках, чтобы заставить его впасть в эти пороки. Увести от успеха в вечной жизни, чтобы мы не в рай попали, а в ад вместе с ним. Так вот, смотрите, каким-то определенным слабостям подвержены больше мужчины, чем женщины. И наоборот, каким-то страстям женщины больше подвержены, а каким-то страстям мужчины. По-разному. Проявление одних пороков чаще можно наблюдать у мужчин, других у женщин. У обоих полов слабости есть, в разной степени. Вот посмотреть на мужчин. Каким слабостям подвержены они больше, чем женщины? Давайте это рассмотрим. Мужчинам больше присущи какие-то проявления хвастовства, гордыни, те или иные формы высокомерия, потому что они сильные и гордятся этим. Это больше мужчинам присуще. А зависть чаще у женщин. У женщин зависть чаще встречается. Это больше женское. Через это шайтан с ними играет. А у мужчин это гордыня. Тем, что они могут одолеть других мужчин. Эта слабость присуща больше мужчинам. Через это бесы действуют. Но есть одна слабость, которая есть у обоих полов, через которую шайтан легко манипулирует людьми. Это жадность. Жадность. Это такое дело, которое постоянно касается нас. Всевышний Аллах создал человека таким образом, что у него постоянно есть что накапливать и что отдавать. Есть две вещи, которые постоянно сопровождают человека, начиная с отправной точки его жизни и до самого ее конца. Каждый из нас на протяжении жизни в том или ином стремится к выгоде. А с другой стороны, опять же, каждый человек на протяжении жизни стремится избежать вреда. Давайте рассмотрим на примерах. Вот, например, взять ребенка. Ему нужна еда, и он стремится ее получить. Это относим в разряд пользы. Он хочет играть, это его выгода. То есть ребенок стремится побольше выгоды получить. По мере взросления ребенок учится избегать вреда. Например, огня, какой-то опасности, плохих людей, от того, что делает ему больно. Ну и параллельно этому стремится к вещам, которые приносят ему выгоду, ту или иную.
И так всю жизнь. По мере взросления мы учимся получать все больше выгоды и отстраняться от большего вреда. Вот эти два момента очень важны для нас. Вот смотрите, зачем вы работаете? Зачем вам деньги? Выгоды хотите? Какой именно? Да разной. У вас есть крыша над головой, есть деньги, чтобы счета оплачивать, есть еда на столе. Это все касательно пользы. Или вот насчет вреда. Для чего вам в доме сигнализация? Чтобы воры не залезли. Этим вы отводите от себя вред. Почему вы держите деньги в безопасном месте? Опять же, чтобы не украли. Ну и так далее. Или вот взять интернет. Это же опять-таки польза. И у вас есть антивирус. Опять же, это отстранение от вреда, чтобы данные не повредились. То есть все, что мы делаем в жизни, в том или ином виде, направлено на получение выгоды и отстранение от вреда. Даже если это отсроченная выгода. У нас появляются дети, и в старости они принесут нам пользу. Иншаллах. Это тоже выгода. Или вот человек инвестирует усилия сегодня, чтобы получить выгоду завтра. Сиюминутной выгоды ты не получаешь, она отсроченная. Ты совершаешь усилия, а выгоду получаешь в долгосрочной перспективе. И в то же время вреда избегаешь. Вот, например, на вас зачем теплая одежда? Чтобы вам не навредил холод. Все, что мы делаем, вращается вокруг этих двух стремлений. Привлечение пользы и отстранение от вреда. Понимаете, да? И вот здесь, когда мы выгоды хотим, шайтан склоняет нас к жадности. И мужчин, и женщин, всех людей. Через жадность шайтан манипулирует нами, чтобы мы приступали к границе дозволенного Аллахом. Шайтан знает, что мы падкие на выгоду. Шайтан знает, что мы страстно любим блага. Мирское дорого нам. Оно манит нас. Копить, тратить. Это слабость наша. И это иной раз просто сводит нас с ума. Вот если посмотреть на сильного человека, волевого, он может дать слабину в двух моментах. И об этом хорошо знают спецслужбы. Первое – это женщины, второе – деньги. Две эти вещи вызывают в нас сильную жадность. Похоть к женщине и жадность до денег. Или то, или другое. А может и то, и другое. Минимум что-то одно из этого. Да, конечно же, есть люди, которые свободны от этих страстей. Но они скорее исключения, которые только подтверждают правила. И шайтан играет на этом. И женщины тоже. Они либо на мужчин падки, либо на деньги. Либо и то, и другое. Я сейчас говорю не про естественную склонность к противоположному полу. А когда люди к этому идут, приступая к границе дозволенного. Женщины очень жадные бывают, и это до греха доводит. В итоге такая женщина либо связывает свою жизнь с мужчиной, у которого денег много, либо женщина сама пытается так или иначе заполучить деньги. Как женщин, так и мужчин шайтан как обманывает? Он склоняет их получать деньги теми способами, которые Аллах запретил. Все больше и больше копить деньги. И это подкармливает жадность. До того доходит, что человек опьяняется этим. В хадисе Бухари передается, что пророк сказал: чем старше становится потомок Адама, тем больше в нем молодеют два чувства. Жадность к имуществу и надежда на долгую жизнь. Кто-то, например, умирает в 50 с чем-то лет, и люди говорят: он умер таким молодым. В смысле молодым? Он 50 лет прожил. Это много. Очень даже много. Это не молодым. Конечно, если сравнивать с 70 годами, с 80, но 50 это много. Так что никаким не молодым человек умер. И второе, о чем сказал пророк. Жадность к имуществу. И вот эта любовь к деньгам людей просто сводит с ума. Вообще, если посмотреть на большинство проблем сегодня в мире, что касается политики, государства, это все из-за денег. И не из-за чего другого. Некоторые из вас скажут: да ладно, с чего вдруг? Я довольно глубоко об этом размышлял. Крепко думал на эту тему. Я слежу за политикой. Новости каждый день смотрю, что нового в мире происходит. И я это делаю десятилетиями. Смотрю новости и анализирую. И знаете что?
Если глубоко вдуматься, почему вот эти так поступают? А вон те почему так делают? Почему эта страна поступает так вот с этой? А вот к этой стране у них почему претензии? Углубляться сильно я в это не буду. Но если вдуматься, политическое соперничество, по большому счету, сводится просто к деньгам. По большому счету. Из-за денег. Вот, например, Англия. Или даже если взять Америку на сегодняшний день. Несмотря на то, что у них есть вопросы к политике Саудии, но тем не менее, они ничего не говорят им. Почему? Почему? Денежки. Ну так ведь. Нефть это что? Деньги. Деньги. Экономике Англии, экономике Штатов это приносит выгоду. Ну а Саудия, в свою очередь, об этих ничего не говорит. Почему? Взаимовыгодное сотрудничество, торговля. И множество из этих стран зачастую делают не то, что говорят. Они делают то, что приносит им выгоду. Опять же, все это деньги. Я анализировал самые разные ситуации в мире. Например, почему Соединенные Штаты Америки дружат с Индией? Как лучшие друзья прям. Почему? Деньги. Индия – это масштабная экономика. И Америка, и Индия друг от друга что-то получают. Вот иной раз, когда что-то происходит, и ситуация требует того, чтобы правитель высказался. Вы думаете, ну почему? Почему правители мусульманских стран молчат? Почему? Деньги. Опять же деньги. Правитель думает о деньгах страны. Он же понимает, если я выскажусь публично, какие-то жесткие заявления сделаю, в итоге к чему это приведет? К тому, что завтра прекратится торговля со страной, о которой я высказался. Есть мнение, что происходит так. Представитель определенных влиятельных структур подходит к премьер-министру какой-то страны и говорит: вот тебе для начала $200 000. Если ты не будешь мешать нам заключать договора, например, по торговле, по агрокультурным делам, еще каким-то, мы тебе выделим личную охрану. Много чего из мирских благ дадим тебе, и твое кресло никогда не пошатнется. Ты не потеряешь свою власть. А если будешь нам мешать, то вот смотри, видишь, пуля. Ты это вспомни, как такой-то, такой-то президент умер, такой-то премьер-министр. Если он соглашается, они дают ему деньги, женщин, счета, где эти деньги хранить безопасно. Если он попадает в какую-то скандальную ситуацию, они его отмазывают. Если он соглашается, его стране помогают деньгами, которые были заняты в МВФ, в Международном валютном фонде. Говорят: мы поднимем инфраструктуру твоей страны. Просто не мешай нам. Тот соглашается, но денег стране они в итоге не дают. Они вынуждают эту страну занять денег в Международном валютном фонде. Банк дает напрямую огромным влиятельным корпорациям на постройку дорог, мостов, а страна эта в итоге оказывается в долгах, как в шелках. Она погрязла в ростовщичестве, в процентных займах. И в итоге эта страна просто тонет в этих долгах. А лет через 10 этой стране говорят: так, у вас тут долги, мы вам поможем перезанять. А взамен ты нам не мешаешь еще более масштабные дела делать в твоей стране. Ресурсы добывать. Это вот как, например, страны Южной Америки. Вот, например, Эквадор. Продажа бананов. Корпорации постепенно выкупают бананы у каждой фирмы. Эти корпорации заходят на рынок как крупный бизнесмен и выкупают. Допустим, ты продаешь за 15, ты продаешь за 20, ты за 15, и они все это выкупают у каждого из вас. А кто-то не хочет продавать им. Говорит: я не продам. Они такие: ладно. И что делают? Роняют цену. Начинают продавать по 10. И все, тот уже не может продавать. Все теперь у этого покупают, который монополизировал рынок. Даже вчерашние отказники, которые не соглашались продавать, теперь у него покупают. И монополист задирает цену. Но сначала он эти бананы поставляет в наши страны. В Англию, в Канаду, в Штаты, в Европу. И продает по фунту, по 1,5. Столько денег делает. А то, что продать не смог, возвращает в исходную страну. И если раньше там они покупали по 15, теперь монополист продает им по 45, по 50. Он может делать, что хочет. Он ведь монополизировал весь рынок бананов.
И происходит это не только с бананами, а с чем угодно остальным. До чего дотянутся руки. С одной стороны, монополист может создать видимость того, что он помогает развитию инфраструктуры, но в то же самое время он разваливает страну. И вот по большому счету вся мировая политика завязана именно на деньгах. Правительство молчит. Когда речь о деньгах идет, президенты молчат. Посмотрите на президентов Америки. На премьер-министров Британии. В какой-то момент они замолкают. Потому что корпорации говорят им: если не будешь делать, что говорим, мы перестанем инвестировать деньги в твое правительство. Правительства получают деньги от этих корпораций. И им приходится делать, что говорят. Все, как сказал посланник Аллаха. Жадность к имуществу. С этого начинается. Это я вам рассказал про политический уровень. Теперь опустимся на бытовой уровень, там, где мы с вами. Большинство проблем между людьми, в семейной жизни и так далее, из-за чего? Из-за денег, опять же. Многое из-за денег. Один брат не хочет разговаривать с другим. А все из-за чего? Вопросы наследства. Опять же. Деньги. Делят землю отца или там жилплощадь, например. Одному брату больше достается, тот завидует. Ну как так вот, а? Ему денег больше достается, чем мне. Многие проблемы из-за этого. Человек смотрит, как живут другие, на каком они социальном уровне, сравнивает. И когда видит кого-то, у кого денег больше, например, кто-то из членов вашей семьи или из друзей вдруг резко разбогател, у тебя внутри жадность просыпается, шайтан подключается. Он знает, на что ты падок. Ты накручиваешь себя, жадность твоя набирает обороты. Шайтан тебя подначивает, говорит тебе: смотри, у него сколько. Нет, ты видел, а? И у тебя в душе растет зависть. Шайтан через зависть манипулирует твоими чувствами. Это и у мужчин, и у женщин тоже. Это я достойна этим обладать. Почему он получил, а не я? Нет, ну на самом деле, есть же такое. Вот так шайтан и действует. А начинается из-за чего? Из-за жадности к имуществу. Жадность убивает человека. Душу убивает. Физически человек жив, а внутри он мертв. Черствое сердце. Вы можете не согласиться, можете сказать: а я вот не завидую семье, и друзьям тоже. Чем богаты, тем и рады. Если так, альхамдулиллях, тогда вы очень хороший человек. Но не гордитесь этим, сохраняйте смирение. Но ведь кроме этого еще как бывает? Вот многие люди, если не подскользнулись на зависти, на жадности, то как может получиться? Человек может попасть в ловушку накопления денег. Он как белка в колесе. Копит и копит. Это уже стало его целью жизни. Больше заработать надо. Скопить, приумножить, вложить. И это сводит людей с ума. Такие глупости делать начинают. А вы посмотрите вокруг. Далеко ходить не надо. Казалось бы, какие глупости? Так люди постоянно работают. Зачем они постоянно работают? Вы скажете: ну как, если не работать, то счета как оплачивать? А что, у вас настолько большие счета? Живи по достатку. На что хватает, так и живи. Зачем большая машина? Нет, реально, вдумайтесь. Огромное число людей попадает вот в эту ловушку. Вот смотрите. Шайтан заставляет тебя стремиться жить, равняясь на уровень тех людей, которые выше тебя на социальной лестнице. У них больше денег, и ты тоже хочешь столько иметь. Ты попадаешь в эту воронку и становишься заложником этого. Начинается гонка за их уровнем. Я думаю, вы понимаете меня. Вот, например, вот ты живешь, и имущество у тебя на 30 тысяч фунтов. Небольшой домик, жена, 2 детей, старая машина, а может быть даже и вообще у тебя нет никакой машины. Но ты живешь, у тебя все нормально. В принципе-то все есть. Просто обычный уровень жизни. Но если ты хочешь жить как те, у кого имущество оценивается, скажем, в 50 тысяч фунтов, у кого больше дом, у кого машины лучше, если ты или твоя жена хотите как они жить, равняться на их уровень жизни, на их достаток, хотите в их кругу общаться, соответствовать им,
Ты начинаешь тратить время на заработок ненужного. Это ловушка, засада. Вот лично мне, да, вообще начхать на то, что я нахожусь ниже по статусу, чем кто-то. Машаллах, альхамдулиллях. Вся хвала Аллаху. Я доволен своей жизнью. Довольствуюсь тем, что Аллах дал. Ну вот, например, смотрите, говорю вам как есть. Одежду я ношу до состояния непригодности. Некоторую одежду я ношу уже 20 лет. Вот, допустим, этой джуббе лет 10. Я не шучу. Лет 10 ношу. Джемперу моему уже лет где-то 7-8, что ли. Обувь ношу по 5, 6, 7 лет. Изнашиваю до состояния непригодности. А дома в шкафу у меня есть и одежда, которой реально лет 20. Диван дома у меня куплен был лет 19-18 назад. Альхамдулилля. Что, не растем ли мы? Нет, я уж точно не расту уже больше. Вот люди иной раз ко мне в гости приходят и видят, что диван немного порван. Но я не заморачиваюсь на этом. Альхамдулилля, так живу. Годами сплю на порванном диване. Альхамдулилля. Ну и что? У вас крутые диваны, ладно. Не порванные, ничего. Но альхамдулилля, вы так живете. А я хочу жить так, как живу я. Если я вам не нравлюсь, ну ладно. До свидания. Наслаждайтесь жизнью. В вашу лигу я не стремлюсь, не тянусь к вашему уровню. Чтобы купить больше, нужно больше тратить время на заработок. На то, на это заработать надо. И вот это купить и это, люди с ума сходят. Просто с ума сходят. Общество диктует, что нам носить, какого бренда должна наша одежда быть. Сумки дорогие люди покупают. Я вот слышал, как женщина говорит, я не могу с такой сумочкой туда пойти, иначе они подумают, что я нищебродка, не могу себе позволить. Но ты правда не можешь позволить. Ну и дальше-то чего? Подумаешь. Нет, нужна брендовая сумка. Вот я, допустим, если еду куда-то, и нужно вещи сложить. Я беру обычную сумку, дешевую, которую в супермаркете Сейнсбери купил. Просто складываю в нее вещи, которые мне надо. И все, с ней еду. Пойдет. Я так живу. Кто-то думает, шейх, ну как так-то? Чё уж совсем-то настолько дешевую сумку брать? Да нормально пойдет. Завернул что надо, да поехал. Ну как, а люди что подумают? Да какая мне разница? Подумают, не подумают, все относительно. Если я с этой сумкой приеду, например, в Бангладеш, люди скажут, о, машалла, где купил такую? Классная, слушай. Серьезно. И вот, знаете, если честно, я выстраиваю материальную сторону своей жизни в соответствии с наименьшим уровнем материального достатка, который у меня когда-либо был в жизни. Раз отец привез всю семью нашу в Бангладеш на год. Мне там не нравилось, конечно, но сейчас вспоминаю, думаю, пречист Аллах, каждому ребенку это нужно. Если б каждый привез своего ребенка в страну третьего мира и пожил бы там с ним вместе с бедными, по-настоящему бедными людьми, ребенок твой вырастет благодарным. Он будет ценить, что у него есть. Не обесценит. Я ценю все, что у меня есть. Знаете почему? Потому что когда нас отец в Бангладеш привез, было это в 86-м году. Да уж, были времена. Он там не в какой-то 5-звездочный отель нас поселил. Он привез нас в деревню. Там не было даже электричества. Не было. Какой там телевизор? Электричества даже нет. Ни электричества, ни газа. Даже свежей воды. Ничего, вот так и жили в деревне. И так целый год. И меня это многому научило. Как эти люди живут. Когда среди бедных живешь, знаете, какой это урок? Вот бывает, рис на тарелке оставишь, буквально горстку. Человек подходит, берет твою тарелку и доедает. Собирает все оставшееся на тарелке и съедает. Дочисто все собирает и ест. Когда видишь это. Или вот, например, когда манго ешь, почистил его и кожуру выкидываешь. Человек берет кожуру от манго и зубами счищает последние с кожуры. Все остатки манго зубами счищает с кожуры и съедает. Согласитесь, вот она жизнь.
И когда видишь такое, думаешь, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Вот жизнь. У человека в хозяйстве курица или несколько куриц. Если овца — это роскошь. Когда ты видишь такой уровень жизни, когда одна корова на всю жизнь, и все хозяйство держится на одной корове, на одном быке, они мечтают иметь маленький клочок земли, мечтают о крыше, которая не протекает. У них она дырявая. И когда дождь идет, вода стекает в дом. И когда вот это видишь день за днем, и живешь во всем этом. И знаете что? Большинство из них счастливы. Большинство счастливы. Нет Бога, кроме Аллаха. Встают рано утром, идут на поля, трудятся в поте лица, в полдень под палящим солнцем. Быстренько что-то перекусывают, снова в поле быстрей. Работают до асра. После асра домой моются. Причем не в горячем душе, как у нас. А просто в пруд окунулись и все. Окунулся, вынырнул, вот и помылся. Почистился как смог. Может даже с мылом. И то, если повезет. Освежились. После асра дети играют на улице. На магриб все дома. Немного пообщались перед сном. Потом айша. И все на боковую. Все спят. После айша все спят. Электричества нет. Есть только лампы. И то масло нужно. Если заправлять нечем, все, лампа бесполезна. Света нет. А если фонарик, то это вообще... Смотри, у него фонарик. Серьезно, и вот мы так пожили 1 год, да? Среди этих людей, и ты понимаешь, вот она жизнь. Потом приезжаешь в Англию со всеми этими удобствами. Думаешь, да, тут все ценить надо. Я благодарен своему отцу за то, что он отвез нас. Тогда мне это не понравилось. Но сегодня я понимаю, что тем самым мой отец преподал мне урок жизни. И я всегда помнил. Я знаю, какая жизнь. Так что если у меня есть 10 фунтов, 20 фунтов, и я смогу вот такую одежду купить, я скажу альхамдулилля. Я же видел людей, у которых нет даже такой одежды. Я отвез свою одежду в Бангладеш и пожертвовал ее бедным. И когда жертвуешь им даже вот такую недорогую одежду, они так счастливы. Со слезами благодарят. Ведь то, что для меня обычная рубаха, для него праздничная одежда. Он ее надевает только на Ураза Байрам или Курбан Байрам. Плачет от радости. Для меня это обычная одежда. Она неплохая, просто старая уже, поношенная. А человек в Бангладеше с гордостью ее наденет на праздник. И когда ты вот так на жизнь смотришь, то это остужает жадность к имуществу. Ну подумаешь, нет у тебя каких-то брендовых шмоток. Дальше-то что? Я видел жизнь. В конце концов, это же просто вещи. Вот возвращаешься и видишь, как мужчина или женщина приоделись прям. И машина им нужна, по статусу. Иначе никак. А что не так-то с дешевой машиной? Ездит и ладно, вот причист Аллах. Я тут не так давно в машине ехал кое с кем. Он купил подержанную машину с рук. И он телефон свой закрепил в машине перед собой, чтобы ориентироваться по навигатору. На приборной доске закрепил его. И вот мы, значит, едем, а он такой и говорит: не нравится мне эта машина. Я говорю, а что не так с ней? У нее нет встроенного навигатора. Я такой, да, это, конечно, жестко. У меня в жизни машины не было со встроенным навигатором. Мне так смешно стало. Думаю, да уж, планка у тебя, конечно, высокая. Вот такие у людей запросы, но не надо им завидовать. Радуйтесь за таких людей. Вот такие запросы у них. Машины им нужны за 50 тысяч фунтов со встроенным навигатором. Ну ладно, они так живут. А я доволен тем, что Аллах мне дал. Я доволен тем, что имею. И вот если в вашем сердце нет зависти, жадности, страсти к вещам нет, если у вас, то знаете что? Вы богатый человек. Об этом посланник Аллаха сказал. Он сказал: или что-то наподобие. Посланник Аллаха сказал: человека богатым делает не количество его имущества, не то, сколько он добра нажил. Богатым его делает не то, сколько у него денег, ценностей. Не через это нужно уровень богатства определять. А мы что? Смотрим на Билла Гейтса или на Уоррена Баффета, на миллиардеров, триллиардеров, на богатейших людей мира. И думаем, да, это ж ничего себе они богатые. Пророк сказал: не думайте, что если человек имеет много денег, он богат. И пророк сказал, как правильно определять. Пророк сказал: истинное богатство
Это богатство сердца, богатство души, когда ты способен довольствоваться малым. Ты говоришь себе: да мне больше не надо, мне хватает того, что у меня есть. Вы богаты. Вы богаты. Вот так и нужно жить. Можно привыкнуть к скромному уровню жизни. Это реально. Вот я когда жил в Бангладеше, я привык к такому образу жизни. Носил то же самое, что и местные, жил с бедняками, ходил в копеечных сандалях, одевался в то же, что и они, ел то же, что и они, жил так же, как они. И ты привыкаешь к этому. Вокруг пылища, мухи, комары, и ты такой: да и нормально. Такая жизнь. Вполне можно привыкнуть и к такой жизни. И здесь, в Англии, мы вот живем, да, каждый, кто меня слушает. Если вы научитесь довольствоваться тем, что есть, вы почувствуете свободу. Что вы спаслись от одной из самых коварных ловушек шайтана. От жадности. Вот ты работаешь с понедельника по пятницу, и альхамдулилля, этого хватит. Зачем с ума-то сходить, перерабатывать за сверхурочные? Ради чего? Без этих денег вы что, не проживете? Вы ж потом покупаете на них глупости. На свадьбу, например. Кучу еды готовят. Потом выбрасывают. И ради этого ты пахал. Собираются мужчины отдельно, женщины отдельно. Женщины танцуют, мужчины танцуют. Закупаются чем-то, бросаются этим потом. Разрисовывают себя чем-то. Вот такие вот обычаи на свадьбах. А это ж все денег стоит. И ради чего? Ради пустого веселья. Куча еды. Ну как же, большой праздник. Надо, так принято. А смысл? Некоторые, может, не понимают, о чем я говорю. Ну, у пакистанцев, у бенгальцев такие обычаи. Традиции. Это просто деньги на ветер. Человек перерабатывал, упахивался, а потом спускает на ерунду. Или вот, например, бытовое. Стул человеку нужен. Человек покупает дорогой стул или дорогой диван. Вместо того, чтобы купить подешевле, человек покупает подороже. Хотя это примерно то же самое. 2000, 3, 4000 фунтов за диван. Я когда в новый дом переехал, мне диван понадобился. Я пошел в секонд-хенд. В Энфилде, в Пондэс-Энд. Ходил, смотрел, какие будут поступления подержанных диванов. И вот однажды прихожу я, значит, смотрю, большой диван. Здесь 3 сиденья, там 2. Спрашиваю, почем? 100 фунтов. Беру. Кожаный диван. Хороший? Добротный. Кожаный диван. 100 фунтов. Вместо того, чтобы брать за 2000 фунтов. Говорю, беру, заверните. Привезли, значит. И знаете, сколько диван этот уже служит? 5-6 лет. И нормально. Я доволен. Альхамдулилля. Всего 100 фунтов, друзья. Маша Аллах, альхамдулилля. Да благословит Аллах, хороший. Ну и что? Вот приходит кто-то иной раз. Говорит, а чё, диван не заменишь? Я говорю, альхамдулилля, у меня такие стандарты. У тебя свои стандарты. Живи как живешь. Можно жить достаточно просто и дешево. Не обязательно жить по тем стандартам, которые ставит общество, соответствовать им. На отпуске столько денег спускают. Ну как же, надо туда-то съездить, сюда. Ну как, отпуск? Люди уже предвкушают. Сейчас вот детей с бабушкой оставим и поедем, значит. В Тунис или в Марокко. Разнообразия людям хочется. И сюда хотят, и сюда. А кому-то будет достаточно и Бирмингема. И жена на человека давит. Ну когда в отпуск-то? Когда поедем-то? Ну это уж совсем никуда не годится. 2 года уж как не были в отпуске-то. Я такой думаю, ну и чё 2? Ну не 8 же. Вот у меня в жизни был такой период. В отпуск с семьей не ездил лет 7-8. Ну да, дети уж подросли, и что? Вот я знаете, чего не понимаю? При наших-то средних зарплатах. А тут еще и дети подрастают. Вот хочешь ты семью отвезти в отпуск? Вот кто с Бангладеша, меня поймет. Те, кто билеты продают, просто с ума сходят. Голову теряют. Взвинчивают цену так. В 2 раза могут взвинтить за билет, как раз в сезон отпусков. Даже если 2 дня назад цена была в 2 раза ниже. На зимние каникулы, Рождество, Пасху. Хочешь семью отвезти в отпуск? Плати вдвое больше. Двойную цену, это чтобы вы понимали. Каждый билет 1000 фунтов. Чтобы поехать в Бангладеш, в Пакистан, каждый билет 1000 фунтов. Семья из 5 человек. Вот и считайте, 4000. И это только за билеты. А в целом даже больше.
Потому что по приезду там такси, доставка багажа, чемоданов, там все остальное. И это только начало. Вот когда вы приехали, расположились, начались конкретные траты. На то надо потратить, на это, ну потому что ты же в Бангладеше, с этими деньгами ты здесь богач, так что можешь себе позволить. Там потратиться, тут. В итоге через пару-тройку недель думаешь: ой, астагфирулла, да простит меня Аллах. О, Аллах, забери меня обратно в Англию. 1007 фунтов потратил. Недели за 3, за месяц. И сам не понял на что. И как ты собрался каждый год в отпуск так ездить? Я этого не понимаю. Кто-то ездит 2 раза в год, 3 раза в год. Если можешь себе позволить, Аллах дал тебе денег. Альхамдулиллях, езди. Но если не можешь, довольствуйся тем, что есть. Я в отпуск езжу раз в 2 года, в 3 года, в 5 лет. Настрой себя на такую планку. А если кто-то будет тебе говорить из близкого круга общения, типа: а чё вы в отпуск не ездите? Мы вот ездим, скажите: я за вас рад. Молодцы. Не заморачивайся. А люди, чтобы жить не хуже других, начинают гонку за деньгами. И шайтан что делает? Мало того, что заставляет, как белка в колесе, за деньгами гоняться. На этом шайтан не останавливается. Он, манипулируя твоими чувствами, склоняет тебя зацикливаться на удовольствии от накапливания всего этого добра. Это еще одна проблема. То есть вот ты заработал денег и потратил. Заработал, потратил. И вот это очень коварная ловушка шайтана, большая. Он тебя знаешь посредством чего обманывает? Он тебя склоняет зарабатывать деньги и складывать, зарабатывать и складывать. Копить, копить, копить. И чем больше накопил, тем приятнее. 10 тысяч фунтов накопил на своем счету. А вот еще 20 тысяч накоплю. А потом 25 и 30. И это отравляет твое сознание. Начинаешь с ума сходить. 40 тысяч фунтов. 50 тысяч. Потом 100 тысяч фунтов. 100 тысяч фунтов. Вот это да. И он даже не подозревает, что смерть его за углом. Как только смерть придет твоя, деньги твои в наследство пойдут. С собой не заберешь. И шайтан внушает тебе надежды на долгую жизнь. Наполеоновские планы строишь. Это ловушка. О чем люди только не мечтают. Человеку хватит одного дома. Одного небольшого. А шайтан такой тебе и говорит: тебе же большой нужен дом. Ну понятно, если семья большая, нужен большой дом, это нормально. Но шайтан говорит: так слушай, можно же еще больше дом купить. Опять же, я не говорю, что вообще все это от шайтана, все эти мысли от шайтана. Нет, кто-то вкладывает в будущее детей. Это нормально, если хватает времени на вечную жизнь, на подготовку к вечной жизни. Если так, то альхамдулилля, инвестируйте. Проблем нет, это не харам. Я не говорю, что это от шайтана, но некоторые как рассуждают? Люди зарабатывают деньги ради денег. Зарабатывают, инвестируют, приумножают, вкладывают. И все это ценой вечной жизни. Вот это большая проблема. Это западня. Пожалуйста, спросите себя, честны ли вы с собой? Кому-то Аллах дал много денег. Иной раз люди в мечеть приходят, Аллах много денег дал им. У них вклады в офшоре, бизнес, альхамдулилля, машаллах, пусть Аллах приумножит вам. Скажите амин. Пусть Аллах приумножит. Они милостыню дают, намаз читают, альхамдулилля. Но у большинства столько денег нет. Нет у нас с вами столько денег. Так что всегда помните, то, что ты зарабатываешь и откладываешь, это все должно быть не в ущерб вечной жизни. Оставляй время, чтобы подготовиться к судному дню. Коран читать, размышлять над ним, на намазы успевать, Аллаха поминать. А если ты перерабатываешь, чтобы детям побольше денег заработать, и при этом на вечную жизнь не остается времени, и так каждый день, ты сбился с пути. У тебя большие проблемы. Ведь что ждет такого человека? Вы только представьте. Мне жаль таких людей. Им не позавидуешь. Знаете почему? Вот на них смотришь, да, и думаешь: о Аллах, куда же он идет? Отец столько лет перерабатывал ради образования детей, ради будущего семьи. И при этом намаз не читал как следует, не уделял времени подготовке к судному дню, к встрече с Аллахом, Коран не читал, намаз особо не читал, викр не делал, ну может на пятничную проповедь ходил в мечеть, и так 20 лет. И вот он состарился, дети образование получили, а у отца ничего. Ведь если сейчас он умрет, если срок жизни выйдет, пророк сказал: когда тебя понесут хоронить, за тобой пойдут трое. Это семья, имущество и твои деяния. Двое вернутся обратно, один останется. Семья вернется обратно. Имущество твое
а твои грехи и благодеяния останутся с тобой. И вот представьте, отец 20 лет работал. Много таких людей. В дырявых носках ходил, лишь бы только дети образование получили. Вкладывал. И все это ценой вечной жизни. Подготовке к судному дню времени он не уделял. Не поклонялся Аллаху. А сейчас уже здоровье дряхлое. По больницам ходит, в одну, вторую. Поклоняться можно, но уже не так, как в молодости. Ведь когда ты молодой-то, как раз и надо поклоняться. Молодежь, вас касается. В молодые годы поклоняйтесь сколько сможете, на старость не откладывайте. Старость — это уже бонусная зона. Если доживешь, то доживешь. Но здоровье уже не то, колени беспокоят, спина. Как ты сможешь сосредоточиться на намазе как следует, если у тебя постоянно то там кольнет, то здесь стрельнет, в могиле? Человек об этом будет думать. Всю жизнь для детей копил, которые сейчас на поверхности земли. Имущество его унаследовали в мирском плане. Он их обеспечил, о них он позаботился в материальном плане, а о себе не позаботился в плане вечной жизни. И в судный день он потерпит убыток. Так же ведь? Я пытаюсь пробудить ваш разум, чтобы вы задумались, какой смысл так жить? Такому отцу лучше бы сказать детям: знаете, я не буду столько работать. Мне столько не надо. И, кстати говоря, еще одна ловушка шайтана. Нет Бога, кроме Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: размеренность от Аллаха, а спешка от шайтана. Аллах любит, когда мы как следует что-то делаем, старательно, вдумчиво. А шайтан нас торопит. Быстрее, быстрее нахапать, не терпится, скорее получить, жадно ухватить. Вот это вот все от шайтана. Пророк так сказал. Шайтан человека подначивает. Давай, работай. Быстрей зарабатывай. Ну давай, скорей. Это от шайтана. Ты можешь заработать комфортную сумму денег, особо не спеша, купить то, что ты хочешь, посредством, дом и так далее. Аллах даст тебе все, иншаллах. А шайтан план тебе ставит, 5-летку в 3 года, стахановскими темпами паши. Давай, не расслабляйся, больше работай. И когда в таком темпе живешь, знаешь, что бывает? Когда ты крутишься, как белка в колесе, пашешь в 3 смены, не зная покоя, да убережет от такого Аллах, скажите амин. Я знаю таких, мне их жалко. Они живут, чтобы работать. Человек молодой, ему 27. В банке работает, на какую-то крупную корпорацию. И эта корпорация нагружает его работой достаточно сильно. Вот этот период как раз, между 27 и 37. Этот человек, знаете, как работает? Домой приходит, часов где-то в 7 или в 8, вечера в смысле. Приходит с красными глазами, на ватных ногах. Сил хватает только чтобы поесть и лечь спать. Или там поесть, посидеть в WhatsApp, в YouTube и спать. Спит до 10 утра. Просыпается утром в 5 часов. Пока побрился, пока то сё, костюм надел. Может, погладить его еще надо, душ. Зарядку, может, поделал или покачался. Потом до работы еще час, а то и больше. Доезжает до работы часам к 8 и все по новой. Опять загружен на работе и работает до 6 вечера. Или до 6:30 даже. Заканчивает работу, едет домой, опять как выжатый лимон, к 8, поел, телек, WhatsApp и на боковую. И в таком вот режиме 5-6 дней в неделю. Иногда в субботу выходит на работу, чтобы доделать. Компания это капитально его загружает. За 5 дней не успел, в субботу выходи. У многих так. Люди выходят в субботу, только чтобы закончить то, что не успели. И в таком режиме он прожил 10 лет. И в итоге знаете что? Это стало его образом жизни. Привык так жить. Он так живет постоянно. Туда-обратно. Деньги-то есть. Это понятно. В Дубае летает, еще в какие-то престижные места. Классная тачка, классный телефон. С деньгами все в порядке у него. В бизнес какой-то инвестирует. В этом плане у него нормально все. Но я смотрю на него и думаю, ты же себя в этом теряешь. Себя потерял. Чё толку зарабатывать деньги, а потом лечь в могилу ни с чем? Абсолютно ни с чем. Все, что ты заработал,
Если ты не вкладывал это в вечную жизнь. Если ты вкладываешь это в свою семью, нужды их обеспечиваешь, это тоже благое дело. Но деньги твои ты с собой не заберешь, их просто унаследуют. Нет, правда, вдумайтесь в это. Вот приходит к тебе сейчас ангел смерти. Представь это реально. Если за кем-то из нас сейчас придет ангел смерти, абстрагируйся от всего и представь, что он сейчас придет. Все деньги, которые у тебя есть, все, что на счету в банке, больше не твое. Дом тоже не твой, бизнес тоже уже не твой, наличные уже не твои. Все, ты ушел из мирской жизни, что теперь у тебя есть? Все сбережения перешли к кому-то. Ну и какой тогда в них смысл был? Вот знаете, как жил посланник Аллаха, мир ему и благословение? Касательно сбережений, вы поймите правильно, я не говорю, что это плохо. Так, сейчас еще минут 10, и лекцию я буду уже заканчивать. Ну так вот, хотел рассказать о сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мир ему и благословение Аллаха. Пророк никогда не копил. Он тратил и тратил. К нему приходило, он сразу тратил. Почитайте хадисы. Только лишнее что-то появлялось, сразу отдавал на милостыню. А в итоге как получалось? Аллах ему давал взамен все больше и больше. Вначале у него не было ничего. Но когда ему что-то приходило, он сразу же это тратил, отдавал, расходовал, распределял на благие дела. Я знаю людей, которые так живут. Им что-то пришло – тратят. Зарплата пришла – потратили. Счета оплатили, распределили на какие-то нужды. Ну, может, есть какие-то небольшие сбережения. Но ничего крупного. Никаких крупных сумм. И я смотрю на этих людей и понимаю, что у них намного меньше забот. Печалей. Они знают, сколько им надо на жизнь. Зарабатывают, тратят, зарабатывают, тратят. Не думают о том, что делать с большими суммами, куда тратить. И я смотрю на людей, которые накопили много. Денег-то они много накопили, но и проблем много. Почему? Потому что вопрос, что ты будешь делать с ними? Или ты потратишь на нужды семьи, на близких, или ты будешь руководствоваться своим эго, будешь тратить в основном на себя, на свои прихоти. И когда деньги у тебя есть, грешить намного проще, больше себе можешь позволить. Много денег – это неплохо, но нужно сильно остерегаться жадности. И вот вопрос, как же человеку побороть в себе жадность? Нужно же, чтобы баланс был. Вот посмотрите, как Аллах учит нас в Коране. Всевышний Аллах призывает к золотой середине. Вот я сейчас процитирую вам аят. Аллах много об имуществе говорит в Коране. Много аятов об этом. В суре семейства Имрана Аллах говорит: приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, ну то есть быстрыми, тогда были лошади, сейчас быстрые машины, скотиной и нивами, ну то есть земли, урожай и так далее. Таково приходящее удовольствие мирской жизни. Но у Аллаха есть лучшее место возвращения. И об этом Аллах говорит. Скажи, рассказать ли вам о том, что лучше этого? Для тех, кто богобоязнен у Господа, есть райские сады, в которых текут реки, и в которых они пребудут вечно, а также очищенные супруги и довольство от Аллаха. Аллах видит рабов, то есть Аллах видит то, что его рабы делают. И Аллах обращается к нам, говорит: вот это вам будет даровано, если вы будете такими людьми, которые Аллаха боятся, которые говорят: Господь наш, поистине мы уверовали. Прости же нам наши грехи и защити нас от мучений в огне. Они терпеливы. Это Аллах описывает самых успешных людей. Видите, какой контраст? Сначала Аллах описывает тех, кто по женщинам, по золоту, по коням, по землям, вообще в принципе по имуществу. И дальше Аллах говорит про тех, которые терпеливы, правдивы, смиренны,
Аллах говорит, они делают пожертвования и просят прощения перед рассветом. До наступления фаджра просят о прощении. Читая Коран, мы видим, что Аллах напоминает нам о том, чтобы мы стремились в рай посредством благодеяний. Аллах напоминает нам, что земная жизнь бренна. Вот помню, недавно ехали с сыном на машине, и он увидел Бугатти. Говорит, пап, смотри, смотри, там это, Бугатти. Я говорю, ну Бугатти и что? Он такой, ну как, Бугатти же, Бугатти. Я говорю, у меня кое-что получше есть. Он говорит, нет, нет у тебя. У тебя же машина за 3000 фунтов. Или там за сколько она? За 2500. А Бугатти-то вообще же дорогая. Десятки тысяч фунтов. Я говорю, у меня есть кое-что получше этого. Он говорит, что? Слова Субханаллах, вальхамдулиллах, валя илляха илляллах, валлаху акбар. Он смотрит на меня. Я ему объяснил. Я ему говорю, скажи Субханаллах, вальхамдулиллах, валя илляха илляллах, валлаху акбар. В хадисе Муслима передается, что пророк сказал, кто скажет эти слова один раз, в вечной жизни получит больше, чем все, над чем восходит солнце. То есть лучше, чем весь этот мир, а не то, что Бугатти. Какие там Бугатти, Феррари, Ламборджини? Это лучше, чем все дворцы, замки, чем все деньги. Вот все замки, все деньги собери, которые в мире есть. Все острова, все роскошные города, сложи все мировые экономики, капиталы всех триллионеров, всех миллиардеров, собери вместе. Скажи, Субханаллах, пречист Аллах, вальхамдулиллах, вся хвала Аллаху, валя илляха илляллах, нет Бога кроме Аллаха, валлаху акбар, Аллах превыше всего. И за эти слова Аллах даст вам лучше, чем все то, над чем восходит солнце, лучше, чем весь этот мир со всем, что в нем. Так что, если в вечную жизнь стремишься, легко будешь довольствоваться малым. Аллах постоянно нам напоминает о райских садах. Вдумайтесь, один только аят уже чего стоит. Это значит, что ты будешь во дворце в раю. Мы поговорим об этом в одной из следующих серий, когда тема будет про рай, иншаллах. Вот ты во дворце в раю. Ты сидишь там в личном дворце, и бьет чистый источник. Ты можешь пить из этого фонтана. Вокруг ходят слуги, подносят тебе напитки. И прямо сквозь пол своего дворца ты видишь, как течет река из вина. Она течет под твоим дворцом, и ты можешь это видеть. Реки меда, молока протекают под твоим дворцом. Разные реки. Они прямо под тобой, и ты видишь это. Они попадают в фонтан, и ты можешь из него пить. Представьте, что у вас такой дом. Аллах говорит, все это для вас, просто делайте, что я повелел. Сегодняшняя серия была о жадности к имуществу. Пусть всемогущий Аллах защитит нас от этого. Иншаллах, в следующих сериях пройдем другие темы Корана. Вопросы есть? Как пророк выплачивал закят? Ну, как-то выплачивал, наверное. Потому что если по сире посмотреть, то к пророку, мир ему и благословение Аллаха, ближе к концу жизни, по воле Аллаха пришло очень много денег. Прямо очень много. Сотни овец, сотни верблюдов. Всевышний Аллах много ему даровал. Через военные трофеи, после военных походов. Ну то есть, конечно, выплачивал. Но процентов, наверное, 99 своего имущества посланник Аллаха раздавал. Отдавал. А так я уж не знаю, сколько составлял у пророка закат, то есть обязательный налог с имущества, после того, как оно достигло минимальной планки и прилежало год. Еще вопросы? Какая польза от того, что даешь милостыню? Пользы очень много. Пророк сказал, что Аллах защитит за это от адского огня, от несчастий в этой жизни, даст тебе то, что ты просишь, даст благодати, проблемы решит. Ты станешь счастливее. Аллах даст тебе способность совершать дела, которыми Он будет доволен. За милостыню много награды. Щедро Всевышний Аллах вознаградит. На сегодня все. До следующей серии, иншаллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.